Всем привет! Всем большой привет, мальчики и девочки. В отпуске в Завидово, погода отличная. Вы знаете, зашел в магазин «Пятерочка». Да, там, конечно, в «Пятерочке» цены вообще офигеть можно. Вы знаете, даже вот пенсионеры, когда построили здесь «Пятерочку», они только там покупают продукты. Потому что там в «Пятерочке», вот реально, я вам говорю, там намного все дешевле. Вот эти магазины, которые, допустим, рядом находятся, да, там дорогущие, ужас. Если, допустим, в «Пятерочке» там помидоры там 300 рублей стоят, то там рядом в магазинах по 450 и выше. А там есть магазин такой у нас, Кнакер, там вообще 600-700. Да, конечно, даже в Кнакере цены ниже намного, чем в Норильске, да. В Норильске, конечно, у нас там такие конские цены на продукты. Особенно, вы знаете, на продукты, которые действительно качественные. Да, там, допустим, там помидоры, там те же огурцы зимой и так далее, так далее. Там так дорого, блин, офигеть можно. Я надеюсь, норильчане, вы напишите в комментариях и подтвердите это. А то народ скажет, что я какой-то, знаете... Ну, я тут около дороги иду, машины ездят. А то народ скажет, что я просто вру и просто безобразно вру. Вот такая вот история. Вы знаете, в Норильске, допустим, когда зима, то, конечно, овощи, фрукты возят, ну, я не знаю, там, с Азербайджана, может быть, с Таджикистана или еще откуда-то, да, и они невкусные. Вот серьезно я вам говорю, они вообще отвратительные. Ну, вроде по форме, вроде помидор, да, вроде по форме, вроде огурец, да, но вкуса нету вообще. Вот реально, от слова совсем. Он какой-то вкус, знаете, ну, блин, вот знаете, как шеф «Всея Руси» Константин Витальевич Ивлев говорит, вода, вот просто вода какая-то, вообще отстой полный. Но ценник хороший, да, я когда, допустим, у нас зима, я вот эти там огурцы, помидоры там или другие овощи, фрукты, да, которые, ну, такие подороже, я, блин, просто когда смотрю на них в магазинах, я охереваю от этого всего, я охереваю от ценника, блин, в Норильске ценник зимою, там, помидоров там 800 рублей, 900 рублей, блин. Вот это да, вот это пипец какой-то. Ой, что-то горлышко. Горлышко надо было водички взять, промочить. Вот, вы знаете, магазинов в Норильске довольно-таки много. Вот эти торговые сети появились у нас. Там Океан, Зеленая линия. А Зеленая линия и Океан — это одно и то же вообще, абсолютно. Вот. Почему они так сделали? Ну, видно, что-то хитрят, однозначно хитрят. Потом, какие у нас там магазины есть? Местные, вот эти вот типа, как там говорят, супермаркеты у нас, да. Так, подсолнух есть, подсолнух. Потом, что еще там? Солнечный есть, материк есть. Ну и вроде все. Ну, вроде все. Во, еще Жар-Птица есть у нас, да. Вы знаете, из всех вот этих вот магазинов, вот реально я вам скажу, мне более-менее нравится Жар-Птица, да. Вот в Норильске, именно в Норильске, нам не материк, допустим, да, как вот здесь, Завидово, там, Москва, там, Сочи или еще что-то, а именно Норильск. Жар-Птица мне больше всего нравится. И это не реклама, ребята, да. Я не настолько популярный блогер, чтобы мне за рекламу платили. Вот. Ну, конечно, хочется. Вот. Жар-Птица, вы знаете, мне кажется, ну, фиг его знает. Напишите в комментариях, если вы со мной не правы, не согласны. Мне кажется, там более-менее качественные продукты. Серьезно говорю, я не знаю почему. Ну вот, у нас, допустим, Жар-Птица на Толмацкой, она такая нормальная, хорошая вообще, такая цивильная, культурная, не бомжатник какой-то. Вот. У Жар-Птицы есть собственный сайт.
Да, сайт есть, здорово. Ну, это показатель, вы знаете чего? Показатель, ну, качество, да, качество. Ну, не качество продуктов, конечно, а качество сервиса. Вот так вот. Собственный сайт есть, там можно заказать продукцию и тебе привезут домой. Насчет доставки, платная, бесплатная, я не знаю, честно вам скажу. Но сайт у них есть, да. Вот, допустим, мы с женой заходим, там колбаску покупаем, там еще что-то. Она хорошая, неплохая. Но вы знаете, колбаса сама по себе вредная для здоровья. Там ни мяса, ни хера ничего нет. Вот. А вот, ну, мы берем еще заморозку, мы берем овощи, фрукты. Ну, стараемся, конечно, подешевле что-то там брать. Вот. Хотя в Норильске, вы знаете, подешевле это вредно для здоровья. Подешевле, я имею в виду в плане того, что, ну, может, я неправильно выразился, отказывать себе в овощах, фруктах, особенно во фруктах. Это вообще очень вредно для здоровья. Поскольку у нас там, как сказать вам, не хватает солнца и просто жуткий витаминоз. Антивитаминоз. Ну, что-то, короче, такая херня. Короче, витаминов не хватает. Вот, я решил что-то такое крутое сказать, а сказал какую-то фигню. Проще надо быть и говорить проще. Витаминов не хватает. По-русски надо говорить. Вот. Вот. Так что вот так вот. В Норильске, конечно, жопа полная. С витаминами, вообще с мясом. Вот. Мясо, короче, мороженое, перемороженное. Это ужас какой-то. В этих магазинах пойдешь, допустим, ну там, я не знаю, пивка ты хочешь взять там или еще что-то. Ну, шлак один стоит. Вот реально. Иногда, конечно, заводится хороший пивас. Вот действительно реально хороший. Там баночный, бутылочный. Но вообще, как таково, как правило, конечно, пивас вообще шлачный. Ужас какой-то. Блин, это пипец какой-то. Вот что еще вам интересного рассказать. Когда наступает Норильское лето, начинается навигация, то, конечно, продукты становятся дешевле, однозначно. Потому что эти продукты, коммерсанты, везут баржами, а баржей, допустим, с Красноярска дешевле намного. Вот, и, естественно, это нас не может не радовать, однозначно. Но зимой, ребята, зимой полная задница. Ё-моё, нам и так в Норильске не хватает ни света, ни тепла. Я не знаю, еще чего-то не хватает вообще. И когда вот это вот такие еще цены на продукты, особенно овощи, фрукты, ну, это пипи. Я хочу сматериться, но я не буду материться. Все-таки я собираюсь на платформу вообще общедоступную разместить это. Да, зачем материться? Надо быть покультурнее. Не надо уподобаться разным товарищам. Вот. Так что вот такая вот история вот с продуктами в городе Норильске. Вот, полная жопа. Вот так вот. Еще, вы знаете, меня не то чтобы бесит, а, как вам сказать, удручает тот момент, что, короче, в магазинах, не во всех магазинах, вот этих торговых сетях, там, короче, мерзавцы, они, блядь, просрочку, короче, выставляют, перештамповывают и просрочку выставляют. Но я точно не знаю. Но у меня такое чувство, что оно так и есть. Много раз случаи были такие, покушаешь что-нибудь, да, и, короче, как вам сказать так, чтобы прочувствовать этот момент, и, короче, обосрался. Вот так, вот такая история. Покушал и обосрался. И в третий раз скажу, покушал и очень сильно обосрался. Вот. Почему я предположил, что там просрочка? Потому что у меня желудок, он на некачественную пищу, он вообще резко реагирует сразу. Он, короче, сразу чук, сброс нагрузки. Нехер травить организм. Вот такая вот история. Ну, давайте подытожим, что у нас в Норильске такого интересного с продуктами. Очень дорого. Вот, потом продукты плохие. Вот. И ценник. Ну, ценник, да, ценник конский. И, по ходу дела, никто не хочет этот вопрос решать, однозначно. Сколько живу, постоянно такое. Нам вроде зарплату повышают, да? А коммерсанты только зарплату повысили. Они сразу, короче,
цены повысили на этот самый, на продукты и на всю фигню. Офигеть можно. Так что хочу вам сказать, в Норильске с продуктами не очень. Жрать можно, но, вы знаете, это все чревато вам в старости последствиями. Так что вот такая история, ребят. Я надеюсь, вам интересен был этот монолог. Вот. Надеюсь, я вам что-то донес интересно. Вот. Надеюсь, вам информация была это полезна. Так что вот такая вот история. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. И самое главное, ну вы знаете, да? Всем добра!